Персонально ваш. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе, программа «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш» сегодня журналист, член Всемирного форума татарской молодежи Ильнар Гарифуллин. Ильнар, добрый день. Добрый день. Мы работаем в прямом эфире, трансляция на Ютубе ведется, там же есть онлайн-чат, можете присылать свои реплики и вопросы. Если останется время, то эти вопросы мы обязательно прочтем, обратим на них внимание. Также есть традиционные способы, это смс и сообщения в Телеграме и WhatsApp по номеру телефона +7 927 304 10 51. Ну что ж, Ильнар, знаете, хотелось бы с вами начать это интервью с самой такой последней актуальной теме, именно из той сферы, откуда вы. Это установка стел на въезде в районы Республики Башкортостан. Об этом на своей странице в соцсети сказал глава Башкирии Ради Хабиров. На этих стелах, помимо названий этих районов, также приводятся названия тех племен, которые на этой территории обитали или обитают. Как вы к этому относитесь? Это очень, конечно, забавный вопрос, как я к этому отношусь. Естественно, я это воспринимаю как очередной шаг по той политике башкиризации татар, о которой я очень часто выступаю, говорю, когда я пишу об этом, говорю. То есть это та политика, в принципе, которая началась таким галопирующими темпами после прихода к власти Ради Хабирова 2,5 года назад. Эти стелы, кстати говоря, они появились не сегодня, а примерно они появились где-то в самом конце весны 2020 года, вот во время начала карантина. Ну, во многих районах, в некоторых районах действительно они появились совсем недавно. То есть процесс начался еще весной, летом. Я это уже вот по некоторым районам объездил. В летнее время я уже тогда видел все эти стелы. Что еще могу сказать? То, что вот эти стелы якобы с названием племен, они характерны только для западных районов Башкортостана, то есть для восточных районов, для юго-восточных, где живут как раз этнические башкиры, таких стел с названиями племен нет до сих пор. Я не знаю, конечно, может быть, после этого их поставят, но этого там нет, а уже вот год назад почти что такие стелы начали появляться в западной части Башкирии, где как раз, по сути говоря, этнических башкир, таких компактно проживающих, и нету на самом деле фактически. То есть это, еще раз, со стороны власти, это, конечно, с идеологической точки зрения, это попытка застолбить за собой территорию, потому что одновременно с установкой этих стел постоянно идет такая кампания агитации, то, что здесь живут не татары, башкиры, а те татары, которые даже здесь живут, это как бы якобы пришлые мигранты, да, то есть не коренное население. И поэтому это такая вот попытка воздействия на умонастроение, на умы людей. Плюс я еще здесь вижу некую коррупциогенную основу. Почему? Потому что многие стелы на въезде в эти районы, населенные пункты, которые также сменили, они здесь стояли годами, некоторые даже сменили буквально несколько лет назад, они были в прекрасном состоянии, в прекрасном качестве, а сейчас их заменили вот на такие куски тонкого железа, которые были вбиты в землю, причем это сделали во всех районах. То есть я здесь вижу еще и коррупциогенный интерес в том смысле, что кто-то, видимо, нагрел на этом руки, сделал себе какой-то, не знаю, прибыль, бизнес от того, что сменили все эти вывески. Здесь две проблемы: идеологическая и вот эта коррупциогенная. Также я что могу сказать, то что я не воспринимаю вот эту проблему с этими стелами как одну единственную, это всего лишь одна цепочка, одно звенье вот этой всей политики, которая ведется Ради Хабировым и его администрацией в национальной сфере за последние вот 2,5 года, пока этот господин пребывает во власти Республики Башкортостан. Но все-таки, я так понимаю, вы считаете, что этих племен там никогда не существовало? Нет, ну вот я поясню. Во-первых, эти племена все якобы тюркоязычные, да, Канлы, Уран, там, Танып и так далее, они все тюркоязычные. Эти племена, скажем так, потомки, представители этих племен сейчас, их можно найти среди представителей многих тюркоязычных народов, там, среди, допустим, татар, да, там, среди казахов, например, племя Табын, их потомки живут и среди сибирских татар, и среди башкир, там, в Учелинском и Шимбайском районе, и среди татар, западной части Республики Башкортостан и Татарстана, и даже среди казахов и так далее. Поэтому попытка представить их как башкирскими, она в корне неверна. Это, во-первых. Во-вторых, все эти люди, которые живут на этой территории западного Башкортостана, они себя с этими племенами абсолютно не отождествляют. Это все сверху спускаемая государственная пропаганда, то, что вы якобы представитель этих самых племен. В-третьих, эти люди себя этнически башкирами, как правило, не считают. То есть это все осуществляется посредством государственной пропаганды. Да? То есть
Это не инициативы местных жителей, да, которые мы к этому инициативе могли бы, скажем так, относиться положительно в целом, да, раз люди хотят, то пускай такие вывески будут. А это именно государственная пропаганда, государственная политика. И я еще раз подчеркну, не стоит рассматривать вот этот скандал с этими вывесками, стелами, как единичный случай, который сам по себе. Нет, его надо рассматривать вкупе вот, всей национальной политики, которая ведется на сегодняшний день в Башкортостане. Это в том числе и в языковой сфере, и в сфере школьного образования, да, там, плюс там вот эти недавние попытки запретить концерты татарских артистов на территории Башкортостана, это все между собой взаимосвязано. И даже вот этот скандал с болельщиками Акбарса, оно тоже, в принципе, имеет те же хвосты, потому что к этому скандалу как раз подключились те акторы, которые как раз были замечены во всех этих вещах, то есть башкиризации татар, установки этих стел и так далее и тому подобное. Хорошо, но все-таки, Ильнар, вы знаете, если смотреть на общественно-политические тенденции в современной России, мы наблюдаем, и не только мы, да, политологи, так скажем, по их мнению, которые у нас в эфире в том числе бывают, процесс унитаризации, централизации в нашем государстве. И все-таки вот такие местные решения, когда людей фактически людям навязывают, как вы говорите, по вашим словам, да, информацию, что вот они принадлежат к определенному племени, что их как бы отождествляют с определенной локацией, так скажем. Это не противоречит федеральной повестке? Как к этому относится федеральная политическая элита, как вы считаете? Но в Москве, во-первых, на сегодняшний день, как мы знаем, есть так называемые башни Кремля, да, то есть у каждой из этой групп как бы свое видение того, как тактически проводить политику. Да, общая политика в России, она идет в сторону унитаризации, да, то есть меньше прав у регионов, меньше прав у народов, населяющих страну, больше такой однообразия и так далее. Но, в принципе, как этого достичь, путей много. И, в принципе, в Москве, как правило, очень часто поддерживались и вот эти поползновения против интересов татар Башкортостана, потому что это всегда вбивает в клин между национальными элитами этих двух регионов. Я сейчас, когда говорю национальные элиты, я не подразумеваю там власти только обеих республик. Да? В первую очередь говорю об интеллигенции, о национальном движении и так далее. И плюс, естественно, и повышать некий градус недоверия между народами. Это неизбежная вещь на самом деле. Поэтому в Москве это очень выгодно. Политика «разделяй, как говорится, здравствуй», она всегда была актуальна для всех времен. Мы же видим, что, в принципе, федеральный центр, он на это смотрит благосклонно, но ровно до того момента, пока это не вызывает сильную обратную реакцию населения. Я вижу, что эту обратную реакцию населения уже начало вызывать, поэтому здесь об этом говорим не только мы, представители интеллигенции, да? Об этом говорят уже местные жители, это всем не нравится, это все видят. И я еще раз подчеркну, это не донесение информации, как вы сейчас попытались это интерпретировать, это именно государственная пропаганда, я это еще называю промыванием мозгов, потому что отличие пропаганды от донесения информации в том, что когда до тебя доносят информацию, у тебя есть альтернатива, а когда тебе одно и то же месседж, одну и ту же идею, одну и ту же информацию доносит с каждого утюга, и при этом подключать к этому административный ресурс, это называется государственной пропагандой. Вот сейчас государственная пропаганда в Башкортостане, она как раз направлена на то, чтобы башкиризировать татар, то есть, грубо говоря, это на то, чтобы из татар сделать башкир. Эта политика, она разноплановая, она не заключается только в этих стелах, поэтому я бы приостерег многих политологов, да, журналистов, которые пытаются там как-то нигилистически, как-то левачески на это смотреть, говорят, что ну, это не столь важно, ничего страшного, там, это один единичный случай. Нет, это не единичный случай. Если вы проведете цепочку вот этих всех событий, процессов, вы сложите свою единую картину, как я это сложил и я, и многие другие люди. Ильнар, у меня единственный вопрос по этому поводу. А зачем? Зачем башкиризировать татар? Зачем вообще это нужно? Эта политика уже ведется с советских времен, она получила первый толчок где-то начиная с конца 50-х годов, особенно активировалась в 70-е годы при Мидхате Шакирове, было связано с тем, что, о чем я и говорил раньше, с тем, что этнических башкир на территории Башкортостана очень мало. Это случилось именно из-за вот этого директивного решения 1922 года, когда к Башкирии присоединили Уфимскую губернию, населенную преимущественно русскими и татарами. Татар даже там больше было в большей степени. И вот, то есть этническая ситуация в Башкирии изменилась, и башкиры из большинства стали меньшинством. Поэтому власти для того, чтобы в советское время, для того, чтобы Башкортостан не превратился из национальной республики в национальный округ, автономный округ и так далее, они предприняли попытку увеличить численность башкир за счет татар. Уже постсоветский период, тогда, когда такой опасности уже фактически не было, это было также связано с тем, что
естественно, и башкирская национальная интеллигенция, и власти Башкирии, они были заинтересованы в том, чтобы этнических башкир, то есть республикообразующего этноса, стало больше, потому что это их основной. Так, Ильнар, вы... Поэтому... Да, вот, продолжайте, пожалуйста. Да. И поэтому для того, чтобы проще было проводить свою этноцентрическую политику, да, для того, чтобы было проще удержать власть, они, естественно, были в этом заинтересованы. Ну и самое главное, вот вы сейчас, Айдар, спрашиваете это скорее с такой утилитарной, наверное, точки зрения, да, с практической, да, то есть приносит ли это что-то конкретно практическое, да, практическое это приносит в нескольких вещах, это дает самоутвердиться части вот этой элиты башкирской, да, потому что, допустим, если башкир будет больше в этнической структуре, то, естественно, они могут претендовать на большее количество административных должностей. Естественно, опираясь на данные вот этих переписей всех остальных, они могут апеллировать к тому, что вот башкиры, они как бы составляют большинство населения, и надо бы нам еще больше денег, там, допустим, на развитие Юго-Востока республики, где мы населяем основную массу населения, нам надо бы больше людей в кадрах продвигать и так далее и тому подобное. Ну и идеологический момент не забывайте, каждая нация, элита, она стремится всегда как бы, скажем так, к улучшению своих собственных позиций, к улучшению позиций своего собственного народа, и поэтому она и связана с такими идеологическими моментами. Но мы просто с этим не можем согласиться по той простой причине, что татары Башкортостана, они такие же граждане республики, как и башкиры, как русские, как и другие народы, и мы имеем ровно те же права, и самое главное, у нас по численности ничуть не меньше, то есть у нас примерно треть населения, и поэтому мы никак не можем одобрить все эти действия, и в принципе, если вы посмотрите на вообще реакцию в соцсетях, вообще реакцию общественности и даже реакцию простого народа, я вот подчеркну, почему, потому что я смотрю на то, как в соцсетях обычный народ, это не национальные активисты, они как реагируют на все эти поползновения, у них это все вызывает гнев, у них вызывает это ненависть, и я боюсь, что люди, они будут воспринимать не совсем правильно вот эту всю политику, поэтому мы выступаем против этого. Ну, Ильнар, конечно, я просто отмечу, да, говорить, что весь народ выступает вот против этого, это тоже некий пропагандистский прием. Я имею в виду татароязычные население. Но это тоже мы не можем окончательно знать, да, и так заявлять. Ну что ж, хорошо. А что, вы сказали, что есть и практическая выгода от этого, это самоутверждение. Вот давайте начнем с этого. Это первое самоутверждение, второе... Зачем вот мы прекрасно... башкирской политической элите помним, самоутверждение сейчас, вот таким путем? Ну, потому что вы, скажем так, не совсем понимаете образ их мышления. Вот когда вот среди журналистов почему-то возникают вот эти вопросы, да, почему, допустим, там некоторые, допустим, чиновники из администрации Хабирова там действуют такими топорными способами, да, ну, допустим, тот же наш один из героев вашей радиостанции, да, в кавычках возьмем героев, то есть обсуждаемых людей, это Азат Бадранов, да, он был всегда представителем вот этой башкирской национальной интеллигенции, он был активистом башкирских национальных организаций. У него, естественно, всегда принцип, что он себя считает, что он должен продвигать интересы башкир и башкирского народа. И таких людей много там. Тот же Кильсимбаев, если взять, да, и так далее и тому подобное. Но насчет самоутверждения, вот давайте вспомним, отойдем немного назад, на 3 года назад, на 2017 год. Вот тогда у нас было такое достаточно большое, широкое движение, да, представителей башкирских активистов, которые выступали против Рустема Хамитова. Тогда образовалась такая организация, как Конгресс башкирского народа, и в это время как раз идеология, которую транслировала эта организация, она как раз заключалась в том, что вот нас, башкир, мало во власти, нас должно быть больше, нас здесь стало мало как бы за время период правления Рустема Хамитова, вот башкирское Зауралье, оно гибнет, туда надо отправлять больше денег на развитие и так далее и тому подобное, да, что башкирскому языку, башкирской культуре уделяется малое внимание. И вот все люди, которые сейчас находятся во власти Республики Башкортостан, они хотя, в принципе, в основном, скажем так, оппонируют вот этим людям, которые когда-то были противниками Рустема Хамитова, но они, в принципе, разделяют вот эту идеологию, то, что раз Башкортостан, то Башкортостан он должен быть, как бы, в первую очередь для удовлетворения интересов башкирского народа. Я, конечно, с одной стороны могу понять, да, их какие-то такие внутренние там идеологемы, но с другой стороны, как человек демократически мыслящий, как человек, который понимает, что есть такие вещи, как гражданские права, конституционные, я это не могу никак принять, и поэтому выступаю против этой ситуации. Вот еще один пример, пожалуйста, ради Хабиров. Вот Азат Бадранов осенью выпустил 2 материала, один из которых вышел на вашем сайте, где как раз он тоже говорил о том, что власти республики будут уделять большое внимание развитию башкирского Зауралья. Потом Ради Хабиров в начале вот этого 2021 года во время своего
выступление перед Госсобранием, послание Госсобрания, опять-таки на башкирском языке обратился и сказал как раз жителям Башкирского Зауралья, то есть юго-востока Башкирии, что мы будем развивать ваш регион, будем построим там 27 новых социально-культурных объектов. И вот такую риторику я уже слышу последние 30 лет. Но власти Башкирии никогда не говорят о том, что они будут развивать татарскую часть Республики Башкортостан, западную, я подчеркну, которые кормят всю республику. Здесь сконцентрировано все сельское хозяйство, вся нефтянка и так далее. Но эту часть территории никто развивать не собирается. Вот это еще один из признаков того, почему это все делается. То есть вот эту татароязычную часть республики власти не хотят развивать, потому что она для них чужая. Это как чужие пасынки, как некий донор, за счет которого они собираются дальше жить и развивать. В свою очередь, естественно, коренное, скажем так, республикообразующая часть населения башкирского, они как раз кормят этими байками, сказками, да, прикрываясь этими вещами. То, что мы вот ваши защитники, мы вот будем выделять на вас деньги, и под это дело, вот, к сожалению, там как раз природные богатства, вот это юго-востока Башкирии, как раз защищается. Это и леса, и природные, полезные ископаемые и так далее. То есть это для Ильнар, них в целом ваша позиция по этому понятна, но вот ваша вторая выгода, по вашим словам, да, это именно назначение на административные должности в Башкир. Что сейчас? Власти республиканской мешает назначать башкир на административные места? И без этой пропаганды что им мешает? Ну, они, в принципе, этим и занимаются. Просто, понимаете, когда вы с точки с политики, если вы что-то делаете, вы должны это как-то обосновывать. То есть, допустим, если вы меняете, допустим, конфигурацию национальную, допустим, по властной элите, вы же не можете это просто сделать просто так. Вам нужно какое-то обоснование. Вот идеологическое обоснование есть, то, что вот представители того или иного этноса, в данном случае с Башкирии, как бы их становится больше. Ну вот вы посмотрите, сейчас, в принципе, я, конечно, никогда не защищал татарских чиновников, да, которые были, ну, скажем так, татар по национальности среди чиновников Башкирии, потому что у нас с ними, к сожалению, никакой связи нет, они живут своей жизнью, мы своей. Но вы посмотрите, сейчас среди руководящего состава Республики Башкортостан, то есть среди ключевых лиц, там, в принципе, представителей татарской национальности уже нету. То есть нет, все руководящие представители администрации президента, в правительстве то же самое, да, начиная от премьер-министра, глава республики, там, мэр Уфы и так далее. В принципе, этнических татар тоже не осталось. То есть самые ключевые позиции, они как бы не у татар, это у представителей других этносов, как раз это тоже один из вещей. Почему? Потому что когда приходил к власти Ради Хабиров, вот эти все люди, которые его поддерживали открыто, они как раз и говорили о том, что нужно изменить национальную конфигурацию волостной элиты. Сейчас мы это как раз и наблюдаем. Ильнар Гарифуллин, журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. Ильнар, мы с вами буквально через несколько минут вернемся. Пока что федеральные новости. Оставайтесь с нами. Москве 13 часов 30 минут. В студии Марина Старостина. На эхе краткий выпуск новостей. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предлагает властям законодательно запретить осужденным давать интервью СМИ. Таким образом, в интервью радиостанции «Говорит Москва» он прокомментировал документальный фильм телеведущей Ксении Собчак о скопинском маньяке Викторе Мохове, который освободился после 17 лет колонии. По мнению Соловьева, те, кто совершил тяжкие преступления, не должны иметь права рассказывать о себе публично, даже если искупили свою вину. В Кремле надеются на рост числа желающих сделать прививку от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в целом восприятие вакцины у россиян на хорошем уровне. Он также отметил, что вакцинация Владимира Путина не будет публичной. В администрации президента решили специально не говорить, каким препаратом воспользуется глава государства. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил, что неконтролируемый приток мигрантов в Уральском регионе ведет к активности исламских радикалов. За последние годы там выявлено около 30 их организаций. Патрушев отметил, что из почти 300 тысяч приезжающих на Урал иностранцев
иностранцев четверть нарушает миграционное законодательство. У России больше нет отношений с Евросоюзом как с единой организацией, утверждает глава МИДа Сергей Лавров. Мы были всегда заинтересованы в продвижении наших отношений по всем азимутам. Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались только партнеры, отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами. Потому что с Евросоюзом как организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними, опять-таки, решениями Брюсселя. Ранее Лавров предупреждал о разрыве отношений с ЕС в случае введения новых санкций. Хорват Ивица Олич возглавил московский футбольный клуб ЦСКА. Уже сегодня он должен приступить к своим обязанностям. Олича представит команде, и он проведет первую тренировку. Ивица Олич в середине 2000-х годов сыграл за ЦСКА более 100 матчей. Накануне клуб объявил о расставании с белорусским специалистом Виктором Гончаренко. Он тренировал команду с 2016 года. В Санкт-Петербурге начали проверку туристического клуба, члены которого попали под лавину в Мурманской области. В ее составе были инструкторы и несовершеннолетние. Сход лавины произошел вечером в понедельник. Под ней отказались 3 подростков. Погибла ученица 6 класса. Власти пообещали оказать помощь ее семье. По прогнозу Гидрометцентра, в большинстве регионов России будут теплыми апрель и май. По словам научного руководителя центра Романа Вильфанта, дождей при этом ожидается немного. Он подчеркнул, что москвичи смогут снять верхнюю одежду в второй половине следующего месяца. Сейчас в Москве около нуля. Ночью обещают до минус 7 градусов. Завтра днем плюс 4-6 без осадков. Марина Старцина, служба информации, «Эхо Москвы». Хорошее зрение при любых обстоятельствах – это ваш личный комфорт. Шамир создает высококачественные линзы для очков для любого рецепта, любого вида деятельности и любой тонировки. Линзы Шамир – это идеальное зрение и индивидуальный подход. Спрашивайте линзы Шамир в оптиках вашего города. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 24 марта вместе с гостем студии «Эхо Москвы» в Уфе, финансовым экспертом компании «Финам» Романом Старцевым поговорим о повышении ключевой ставки. Слушайте эфир в среду в 8:45. В эту среду после 13 часов слушайте программу «Защита Буркина». Все о нестандартных методах и секретах защиты в сложных делах. Ведущий эфира – юрист Виталий Буркин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и Уфимский городской союз чувашских женщин «Саламби» представляют рубрику «Говорим по-чувашски». Закручивание. Парзалартный. Закручивание гаек. Гайка зине парзалартный. Закручивание гаек. Гайка зине парзалартный. В КПРФ назвали задержание на форуме в Москве депутата Госсобрания Башкирии Дмитрия Чувилина закручиванием гаек. Мускаври форумра Пушкар 3 пачалых пуговин депутат не Дмитрий Чувилина тыцачарный КПРФ гайка зине парзалартный дене. В КПРФ назвали задержание на форуме в Москве депутата Госсобрания Башкирии Дмитрия Чувилина закручиванием гаек. Мускаври форумра Пушкар 3 пачалых пуговин депутат не Дмитрий Чувилина тыцачарный КПРФ гайка зине парзалартный дене. «Эхо Москвы» в Уфе и Уфимский городской союз чувашских женщин «Саламби» представляют рубрику «Говорим по-чувашски». Персонально ваш. Продолжаем в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе, программу «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш» сегодня журналист, член Всемирного форума татарской молодежи Ильнар Гарифуллин. Первая половина эфира прошла уже. Мы продолжаем интервью, продолжаем наш разговор. Вот хотелось бы конкретно, Ильнар, сейчас с вами поговорить о команде Хабирова. Вы сказали, что это происходит сейчас, что башкиры занимают эти административные места, становятся чиновниками и так далее. Но вы знаете,
знаете, в команде Радия Хабирова очень много москвичей. Он с собой привез довольно много человек. Ну вот это как-то, знаете, ваши аргументы бьются именно об этом. Ну вот вы как раз меня, как всегда, неправильно слушаете и неправильно понимаете. Я же не говорю, что там занимают только этнические Башкирия. Я сказал, здесь самое главное, когда приходил к власти Радий Хабиров, одним из лозунгов тех людей, которые его поддерживали, было как раз изменение национальной конфигурации в областной элите с тем, чтобы здесь было меньше татар. Поэтому, естественно, да, он с собой привез из Москвы, из Красногорска свою команду, где было тоже много этнических, там, не знаю, там русских, украинцев, не знаю, там не выяснял всех, судя по их фамилии, да. Поэтому, да, я об этом и не говорю. Я говорю про то, что именно татар конкретно убирает с властной элитой. И на что бы я обратил внимание, вот всегда и во времена Муртазы Рахимова, и во времена Радия Хабирова национальной политикой, этнокультурными вещами, там, политикой в области образования, культуры, там всегда как раз занимали именно этнические башкиры, да. То есть сейчас, допустим, ту же внутреннюю политику, допустим, определяет тот же Бадранов, Кесимбаев, фактически в национальной сфере, я имею в виду, там не в административной, или там, допустим, национальную политику в республике определяет Министерство культуры, Министерство образования, там также в основном в большей степени сидят как раз этнические башкиры, которые как раз попали под это дурное влияние, скажем, вот этой идеологии антитатарской, татарофобской. Поэтому я никогда не говорил о том, что везде власти занимают башкиры. Это неправильно, и пусть мои слова никто такой провокационно не воспринимает. Я говорю о том, что внешне вот ведется такая антитатарская риторика, да, якобы защита интересов башкир. На ключевые места именно в сфере национальной политики, я подчеркну, двигаются этнические башкиры, которые подвержены вот этой идеологии, а на другие места, естественно, там Радий Хабиров там двигает своих людей там, вне зависимости от своей национальности. Но я еще раз скажу, ключевые вот все позиции, да, у нас глава республики, глава правительства, мэр Уфы, руководящие люди там в аппарате главы республики, это все уже среди них там и татар вообще не обнаружили. То есть это было именно так вот, я по моему собственному личному мнению, это было как раз целенаправленная политика. Но еще раз я подчеркну, ведь эти все процессы, они не происходят сами по себе. Вот, допустим, вот вы ответите на мне вопрос, на вопрос, почему Радий Хабиров, допустим, анонсировал строительство 14 полилингвальных гимназий, из них только 12 это башкирских, а одна татарская. Татар же больше, чем башкир, или как минимум такое же количество. Вот вы мне ответьте на вопрос, почему все гранты на поддержку родных государственных языков, из них в общем фонде татарские проекты на поддержку татарского языка получают только 2%. То есть, допустим, в этом году распределили 80 миллионов, из 80 миллионов 30 миллионов получил наш певец Радик Юльякшин. Из 50 миллионов только 1 миллион рублей было отправлено на поддержку татарского языка. То есть это ровно 2% от 50 миллионов. Вот вы мне скажите, почему вот в этих районах устанавливаются вот эти стелы с названиями якобы башкирских родов? Вот вы мне скажите, почему запрещаются концерты, срываются концерты татарских артистов? Вот вы мне скажите, почему с приходом Радия Хабирова были попытки запретить татарский диктант, о чем я уже говорил многократно, но почему-то в вашем эфире председатель Курултая Башкир, там, скажем так, да, прикинулся таким невинной овечкой и сказал, что мы так ничем не занимаемся. Но мы-то прекрасно помним, что было 1,5 года назад, как они писали гневные письма, как говорили о неком аншлюсе территории и так далее и тому подобное. Почему у нас в концепции развития национального образования нет ни слова про развитие татарских школ, про открытие новых татарских школ? И так далее. Я этот список могу продолжать бесконечно. Почему у нас нету на БСТ, допустим, программ на татарском языке? Татары, допустим, 30% населения, они что, не имеют права на то, чтобы их налоги шли на удовлетворение их национально-культурных интересов? Вот ответ на ваш вопрос. Хорошо. Что касается... Вот вы меня оппонируете как журналист, вот вы скажете, такие вещи могут происходить случайно, сами по себе? Вот. Ильнар, давайте так, вот вы как журналист, когда меня пригласите на интервью, я вам обязательно на вопросы отвечу, хорошо? Вы знаете, Ильнар, что касается запретов выступления татарских артистов, ну, пожалуйста, вот оппонирую вам, Элвин Грей, его выступление запретили на территории Татарстана и сослались на коронавирусные ограничения, да, и на нарушение якобы Радиком Юльякшиным этих ограничений. Вот это ведь, то же самое происходит и в Татарстане, как мне кажется, или это не так?
Во-первых, с Элвин Грэем там была конкретная, как у нас у татар говорят, сабяб, то есть причина, да, то, что его организаторы, его концертов 2 раза нарушили противоэпидемиологические эти мероприятия конкретно. Там было 2 конкретных штрафа, 2 судебных решения. Так что здесь Юльякшин никак не может сказать, что все, вот я вот ни о чем не подозревал, и мне вдруг обрубили. Да, я не исключаю того, что это было ответкой, но еще раз говорю, это может быть в самом лучшем случае, это только ответом, потому что запрет на выступление татарских артистов было еще за неделю до того, как запретили вот этот концерт радио Юльякшин. И это единственный случай, когда Татарстан хоть чем-то ответил на самом деле. Это единственный случай, даже если мы это так и будем интерпретировать, как некая ответка, как некий такой ответный шаг. Но других таких, как говорится, моментов вы не обнаружите. И все инициативы, все начало-то идет именно в Башкортостане. В Татарстане, пожалуйста, вот на той неделе был ансамбль, приезжал с гастролями ансамбль Файзи Гаскарова. Пожалуйста. Через где-то месяц, я слышал, приедет Башдрамтеатр. То есть проблем нет никаких, они приезжают, выступают. Но ведь и в Башкирии тоже не всех артистов из Татарстана выгоняют. Ну, вот, допустим, вот вчера сорвали концерт Фирдуса Тимаева. Но это единственный известный случай. Я вам так скажу. Для меня лично. Если вы послушаете, если вы послушаете интервью, которое дал Радик Юльякшин изданию «Бизнес онлайн», где-то вот после его запрета, вот вы для интереса посмотрите, там он как раз, когда ему задают вопрос насчет запрета татарских артистов, он говорит нет, но в то же время следующей строчкой как раз говорит такую вещь. Вот мне Данил Сабиров, это пародист, комик татарский, он говорит, он мне звонил и просил там типа содействовать тому, чтобы его концерт провели в Уфе. То есть Юльякшин как бы оговаривается, что у него есть некие такие возможности, гешефт, да, разрешать кому-то проведение концерта, да, а кому-то запрещать. Вот он здесь прямо, это называется оговор по Фрейду. Человек оговорился. Хорошо, Ильнар, у нас много тем. Других таких вещей много, на самом деле. Хорошо, вы знаете, меня что заинтересовало? Вот вы говорите, татар нет совершенно во властных структурах Башкортостана. Я не сказал совершенно, я сказал на самых вот таких ключевых позициях. Да, их нет. Уже убрали. Да, хорошо, как вы определяете человека, какому этносу принадлежит? Ну, в основном это все известно. Знаете, у нас в Башкирии те, кто там приезжает из другого региона, для них это кажется как-то такими непонятными вещами, но те, кто у нас живут в Башкирии, они всегда, как правило, при общении через некоторое количество времени узнают. Я не узнаю. Я родился на территории Башкортостана, живу всю жизнь здесь. Для вас, вот вы, если бы стали вдруг чиновником, или если вы бы занимались, скажем так, гуманитарными науками, да, допустим, и ходили бы вот в этой среде, вас бы все равно через некоторое время, скажем так, с этим вопросом вы бы так или иначе столкнулись. И здесь, конечно, вы можете сказать, ну, это как бы ваше личное мнение, да, и можете сказать, ну, может быть, Гарифуллин там просто так выдает желаемое за действительное, это его как бы личная позиция. Но вы, пожалуйста, откройте исследования зарубежных ученых, социологов, историков, которые в 90-е, начале 2000-х годов уделяли очень большое внимание Башкортостану. Там вышло даже 2 сборника их статей в Институте технологических исследований имени Раиля Кузеева. Так вот, во всех этих исследованиях вы обнаружите, что даже вот эти иностранные исследователи, это абсолютно нейтрально смотрящие на эти вещи люди, они как раз об этом подчеркивают, что в Башкортостане всегда национальная идентичность, национальность человека, она всегда играла большую роль и в общественной жизни, и в личной жизни каждого человека. Вот вы для интереса посмотрите, когда у вас будет возможность, там все вот это прописано. Поэтому это не мои личные какие-то хотелки, да, не какие-то мои личные представления. Это реальность, с которой мы, к сожалению, увы, живем. Я, конечно, против, мне это абсолютно не нравится. Я не хотел бы таких вещей. Я хотел бы, чтобы людей назначали на должность не исходя из национальности, а исходя из каких-то профессиональных качеств. Но хотя бы хоть какие-то, скажем так, рамки, они в любом случае должны соблюдаться. И вот про эти рамки как раз я и говорю. Но еще раз, мне кто, какой национальности чиновник, это для меня не столь важно. Я просто говорю вам это как один из примеров. Для меня, допустим, важнее, какая политика ведется, допустим, в сфере школьного образования, в сфере культуры именно в национальном разрезе. Вот это для меня более важно. А кто какой чиновник, это просто как бы один из эпизодов. Для меня самый малозначительный эпизод, кстати говоря.
Лично для меня. Хорошо. Ильнар, вы знаете, все-таки есть среди и оппозиционных действующей республиканской башкортостанской власти людей, активистов, те, кто поддерживает, например, идею вот этих установки этих стел, да, на въезде, где название племен указано. И не только это. В целом, вот, ну, например, есть такие бывшие активисты запрещенной в России организации «Башкорт». Они и сегодня в социальных сетях тоже высказывались в целом за установку таких указателей. Есть же такие люди, и оппозиционеры. Вот как вы к ним относитесь? Ну, они вот, это очень интересные люди. Я понял, о ком вы имеете в виду. Я уж не буду их по фамилии называть, но раз вы озвучили эту организацию, то понятно, о ком идет речь. Так вот, я с ними как раз дискутирую, в том числе в соцсетях, и там как раз очень интересная картина вырисовывается. Они критикуют Ради Хабирова все, что он делает, абсолютно, там, неважно экономическая политика, неважно там благоустройство Уфы, неважно там привлечение каких-то кадров и так далее и тому подобное, да, но единственное, с чем они с ним фактически, де-факто соглашаются, это как раз национальная политика. И я еще один маленький пример приведу, вот это ныне уже запрещенная организация, когда она еще не была запрещена, да, в 2019 году после съезда Курултай-Башкир, откуда их представители незаконно, я подчеркну, их незаконно оттуда вывели, они провели пресс-конференцию, вот у вас в том числе на сайте есть небольшая заметка об этом мероприятии, там, где как раз они говорят, что мы поддерживаем политику Ради Хабирова во всем, кроме отношений к своей организации, там, кроме его высказываний. И здесь то же самое. Мы видим то, что они критикуют его во всем, но поддерживают это. Но эта причина здесь простая, они же представители башкирской интеллигенции, там, да, они, естественно, находятся в плену вот этих неких иллюзий в какой-то мере, да. Также они подвержены влиянию, вот как есть же такое выражение, человек не может быть как бы вне общества, то есть он сам по себе никак не может быть, общество всегда на него влияет. Поэтому они, учитывая, что они представители башкирской общественности, естественно, общая идеология башкирской общественности на них, естественно, влияет. Я когда им конкретно говорю, вот это говорю, справедливо ли вот это, о чем я вот вам только что говорил, они, как правило, молчат, потому что им нечего сказать. Я вот говорю конкретные факты, я не говорю какие-то умозаключения, какие-то предположения, нет. У меня есть конкретные факты. Вот вы можете ответить на эти конкретные факты? Почему так происходит? Естественно, вот эти некоторые люди, которые в том числе приходят к вам в эфир, они, конечно, включают, как на русском языке говорят, да, прикидываются шлангом и начинают там говорить, ну, это может быть случайно, ну, я не знаю, типа, я за это не отвечаю и так далее. Ну, так извините, вы акторы вот этого процесса, вы сами его поддерживаете публично. Я сейчас говорю про представителей Курултая-Башкир, я говорю про чиновников башкирских и так далее. Вы сами отдаете приказы, вы иногда даже подписываетесь под многими этими документами. Поэтому говорить о том, что вы ни при чем, что это случайность, это никак нельзя. Хорошо. Но все-таки, вы знаете, Ильнар, вот можно ли эту ситуацию отпустить, так скажем, да, дать людям возможность самим решить, как им, значит, вот записываться? Я и за это. Дайте людям возможность самим решить, не надо им навязывать. Если вы, допустим, да, выдвигаете там, допустим, теорию каких-то башкирских историков, пускай, они имеют полное право. Я даже тех людей, которых сам лично критикую как историк, я кандидат исторических наук, я всегда говорю, они имеют полное право выпускать свои книги, встречаться с людьми, но дайте и нам то же самое. Дайте тоже нам эфирное время, допустим, да, на башкирском телевидении, радио. Дайте нам возможность общаться с людьми, делать конференции, мероприятия вот в этих западно-татарских районах. Допустите татарские организации к распределению грантов на поддержку родных языков в том же объеме, допустим, который вы даете башкирским организациям. Татар же не меньше, 30%. Ну дайте 30% грантов на поддержку татарского языка. Откройте, в конце концов, в академических институтах в Уфе какие-то отделы, которые занимались бы историей, допустим, татар-Башкортостана. Вы же этим не занимаетесь, вы же, наоборот, занимаетесь тем, чтобы людям привить ложные представления и уничтожить их национальную идентичность. В конце концов, зачем некоторые чиновники, да, башкирские и представители Курултая-Башкир занимаются тем, что всеми правдами и неправдами в татарских населенных пунктах, подкупая родителей, записывать их детей в башкирские группы, где башкирский язык преподают им под видом родного. Они хотят изучать татарский, зачем вы этим занимаетесь? Вот и все, ответ на вопрос. Здесь, еще раз говорю, здесь журналистский подход, мы там над схваткой, надо быть вот так, да я тоже над этим. Я тоже за нейтральность, я за равные возможности.
Хорошо, нет уже этих Ильнар, возможностей. хорошо. Ну вот что вы можете по этому поводу сказать? Есть у вас в Татарстане генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» и в то же время депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов. Дело в том, что у него, часто, да, и на «Эхо Москвы» в Уфе у нас появлялись материалы с обзором его монологов на вашем республиканском телевидении, республиканском телевидении Татарстана, не будем говорить вашем и нашем, да, это неправильно, я считаю. Да. Вот именно. Все-таки вот, Ильнар, допускается ли другая точка зрения на татарстанском телевидении или нет? Вы говорите, что у нас нет что у татар нет возможности свою точку зрения распространять с помощью государственных башкортостанских СМИ. А в Татарстане есть такая возможность у башкир? В Татарстане есть, допустим, если на уровне научной полемики, пожалуйста, на прошлой неделе в Институте истории Марджани состоялась конференция как раз по вот этим, скажем так, дискуссионным вопросам, да, о которых мы сейчас дискутируем в соцсетях, в том числе и в научной полемике, да. Мы говорим про СМИ, а не про конференции. Про СМИ, хорошо, про СМИ. Про конференции тоже важно, потому что у башкирской стороне были высланы приглашения, они сами не приехали. Теперь, если говорить про СМИ конкретно, вот еще весной, тогда, когда вот эта ситуация только раскачивалась, там как раз были предложения, давайте мы их позовем, но оттуда нету никакой инициативы на сей счет. И самое главное, поймите, здесь же в Татарстане такой проблемы же нет. А СМИ ТНВ – это СМИ Татарстана. Оно работает на население Республики Татарстан. Оно формируется за счет налогов, работает за счет налогов граждан Республики Татарстан. Татары Башкортостана, они не обеспечивают ТНВ. Ну, подождите, но у вас в Татарстане тоже есть, я уверен, башкиры, которые платят налоги. Не надо у вас. В Татарстане, вы потому что находитесь там сейчас, поэтому я так говорю. Я бываю часто в Башкирии, пожалуйста, 2 недели назад был в Башкирии, объездил, как раз с людьми пообщался, и мне как раз, как говорится, везде на этот счет как раз и жаловались. Я, пожалуйста, открыт. Если завтра хоть кто-то захочет, пожалуйста, прийти на ТНВ, я сам лично выступлю за то, чтобы с этим человеком оппонировать, разговаривать, дать ему возможность просто выступить. Пожалуйста, никаких проблем нет. Но в Татарстане таких межнациональных проблем не существует, вот поймите. Абсолютно. Вот, допустим, маленький пример. У нас некоторые наши башкирские коллеги там жаловались, что вот когда-то в Набережных Челнах не существовала башкирская язык, сейчас ее нет. Пожалуйста, в прошлом году представитель Минобразования Башкирии приезжала, она там таким приказным тоном требовала, чтобы открыли эту гимназию. Хорошо, сделали встречу с башкирской общественностью, объявили везде набор хотя бы на башкирский класс. Даже на башкирский класс из Набережных Челнов, где больше всего этнических башкир проживает в Татарстане, не смогли набрать 1 класс. Но в этом году директивно, скажем так, даже для бюрократии уже, для формальной бюрократии этот класс все-таки сделают. Хотя у самих жителей башкир, из Челнов нету желания учиться в этой школе. То есть у людей даже желания нет, но Татарстан даже несмотря на это, он идет навстречу башкирской стороне в Уфе и организует этот класс. Но в Башкирии я как раз вижу процессы наоборот. Татары хотят изучать свой родной язык, но им не дают. Вот среди моих друзей, знакомых очень много в Уфе, они мне всегда жалуются, говорят, мы пишем заявку, допустим, в начале года всегда на изучение родного татарского языка, но нам не дают такую возможность. Нам дают либо изучение башкирского языка, либо краеведение. Вот в Уфе, по моим данным, 12 тысяч школьников сейчас изучают такой предмет, как краеведение, для того, чтобы изучать башкирский язык. Это вот, пожалуйста, как раз та прослойка людей, которые хотели бы изучать свои родные языки, не башкирский, но у них нет такой возможности. Хорошо, Ильнар, вы знаете, я коротко скажу для наших радиослушателей. И еще один момент, насчет ТНВ. Вот на ТНВ как раз поступило 2 жалобы из Башкирии, в Роскомнадзор и в аппарат Московского Кремля. И как раз вот со стороны Уфы на то, что вот здесь якобы там что-то не так освещает, не так разжигает и так далее. И поэтому сейчас, конечно, насколько и по моему стороннему наблюдению, ТНВ, оно ведет себя достаточно осторожно, и это даже на самом деле неправильно, потому что у татар-то других возможностей донести свою информацию нет, у нас остаются только соцсети и какие-то сайты. Это тоже неправильно на самом деле. Хорошо. Заявление Руслана Нурдинова, общественника из Башкирии, бывшего члена общественно-политической организации «Республика». Он вышел из этой организации буквально на днях. И вы наверняка читали, его заявление по поводу этих стел. Да, читал, да. Коротко, читал. Он обвинил башкортостанское руководство, наши республиканские власти в разжигании межнациональной розни. Вы согласны с ним? В какой-то мере, да, согласен. Я не согласен только в той мере, то, что Нурдинов, в силу, наверное, своей какой-то
ну, скажем так, своих умозаключений, да, он смотрит на эту проблему несколько поверхностно, он считает, что здесь принцип только для разжигания розни и все. На самом деле я считаю, что да, принцип разжигания розни здесь есть, но я считаю, что это еще и целенаправленная политика на то, чтобы изменить этническую ситуацию, чтобы татар стало меньше, башкир больше, переписать татар башкирами. И поэтому я бы не связывал, в отличие от Нурудинова, это только с тем, что Хабиров там пытается раскачать ситуацию. Да, он раскачивает, да, он, естественно, пытается отвлечь внимание населения республики этими скандалами. Потому что вы видите, что к этому скандалам, к этим татаро-башкирским якобы подключается кто угодно. Даже хоккейный клуб Салават Юлаев, даже Курултай Башкир вот вчера заступился за свой хоккейный клуб. Вчера запретили, допустим, концерт Тимаева и так далее, да, в Микинском районе. Все это мы видим, поэтому, естественно, да, в этой мере я согласен. А штраф в 100 тысяч рублей хоккейному клубу «Акбарс» за поведение болельщиков справедлив? Но, и смотря как, я в эти спортивные вещи не лезу. Если это нарушает спортивную этику официальную... Технологический регламент КХЛ, да, в частности. Да, регламент, да. Ну, пускай хорошо, значит, да, вина какая-то есть, они заплатили. Но я бы подчеркнул, что это была провокация по той простой причине, почему я так считаю, что это провокация, это мое мнение. Потому что, во-первых, всегда гимн исполняется с музыкой, но именно в этот день музыки не было. И вы сами представьте, как 100 фанатов Акбарса может перекричать там 7900 фанатов Салавата Юлаева, потому что стадион Уфа-Арена — это 8000-ник же. То есть это изначально подстроенная ситуация, на ваш взгляд? Нет, возможно, да, я предполагаю. Я не говорю, что это точно, но я хочу сказать, возможно, это мое предположение, но как бы там ни было, даже если это не специально предподстроено, я это не буду как-то утверждать, но в любом случае власти республики, они специально стали нагнетать эту ситуацию, потому что спортивное мероприятие, именно то спортивное мероприятие, здесь фанаты всегда стараются друг друга перекричать, это нормальная ситуация на самом деле. Если бы фанаты Салавата Юлаева посчитали, что это как-то оскорбительно для них, естественно, там 7 с лишним тысяч фанаты Салавата Юлаева, они легко бы переключали 100 фанатов там, Акбарса. Это, естественно, здесь, как говорится, ничего открытий делать не надо. То есть, там, насколько я знаю, фанаты Акбарса просто посчитали, что все, как бы, время вот этого гимна прошло, и поэтому они начали там шуметь, там, кричать и так далее, и тому подобное. Поэтому я на это смотрю так. Если виноваты, да, Акбарс заплатит, пускай заплатит 100 тысяч. Но я считаю, что это была специальная такая провокация с тем, чтобы из такой легкой, скажем так, ситуативного недоразумения сделать такой огромный скандал. Ильнар, вы знаете, давайте отвлечемся, у нас осталось 2 минуты всего, но все же хотелось бы обсудить. Давайте. Дело в том, что в Башкортостане, довольно много, вот я как журналист могу сказать, таких протестных очагов, очень актуализированных сейчас. Это отопление, да, высокая стоимость ЖКУ, это значит и вот как раз-таки национальные вопросы, и в целом много всего. У нас очень много общественно-политических движений за последнее время образовалось, очень много общественников, очень, значит, многие активисты сейчас заявили об участии, о намерении участвовать в выборах и в федеральный парламент, и в Горсовет Уфы. Что в Татарстане происходит? Там тоже назревание протестных очагов наблюдается, или все-таки ситуация поспокойнее? Ну, я вам объяснял уже неоднократно в вашем эфире, да, в Татарстане несколько иная политическая культура. Здесь, как бы, как его называют, мягкий авторитаризм или просвещенный авторитаризм, да. То есть здесь, в принципе, политическое поле не так сильно бурлит. Здесь нету такой конкретной оппозиции региональным властям, потому что республиканские власти, они стараются не делать таких грубых ошибок, которые допускает, допустим, администрация Ради Хабирова, да, они стараются всегда какие-то конфликты сглаживать, и поэтому такой объединенной оппозиции именно против республиканских властей в Татарстане нет. Есть ситуативные, да, группы протесты, да, допустим, в Казани, это те, которые раньше выступали против мусоросжигательного завода. Сейчас это, допустим, есть такая протестная группа, которая выступает против строительства трассы на Москву, это скоростной, которая пройдет по жилым участкам в пригороде Казани. Естественно, такие протестные группы есть, там есть более мелкие какие-то вопросы. Они есть, они имеют место быть, но власти просто Татарстана, они как бы пытаются сгладить эти вещи, и поэтому они... Или подавить. С одной стороны. Ну, подавить как? Я, допустим, не слышал никогда таких случаев, чтобы там на кого-то там угрожали посадкой в тюрьму, там угрожали с тем, что там уничтожат их жилье. Да. Там, не Спасибо знаю, большое, Ильнар. У нас время закончилось, к сожалению. Журналист, член Всемирного форума татарской молодежи Ильнар Гарифуллин сегодня был персонально вашим. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Запись эфира на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе и на подкаст-площадках. До свидания, хорошего дня.